В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Цены на коммунальные услуги поднимут со следующей недели. Как сильно ударят по кошелькам якутян новые тарифы. Одно из крупнейших предприятий региона, якутская птицефабрика, празднует свое 50-летие. А актемские дети проводят лето с пользой и учат иностранные языки. 400 человек, в основном из местного населения, привлечены на тушение пожаров в Верхоянском районе. Угрозы населенным пунктам нет, но указом главы республики введен режим ЧС межмуниципального значения. Материальная помощь будет оказываться из регионального резервного фонда. Большинство пожаров возникло из-за неконтролируемого сельхозпала. Возбуждено уголовное дело. Всего на территории Якутии действует 96 лесных пожаров на площади более 350 тысяч гектаров. На тушение привлечено более 1000 человек и 126 единиц техники. Информация, которую предоставила глава Верхоянского района, затраты уже составляют свыше 12 миллионов рублей. Соответственно, вот эту долю мы всю возьмем на себя. Я думаю, что те силы, которые сейчас применяются со стороны органов местного самоуправления, они позволили часть пожаров локализовать. За 11 4 локализовано. Наша задача все-таки принять все меры для того, чтобы площади не увеличивались. Из 429 тысяч гектар, пройденных огнем в текущем году, более 200 тысяч – это, по сути своей, в Верхоянском районе. Между тем, на тушение лесных пожаров в регионе выделят 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом написал Айсен Николаев в социальных сетях. Он заявил, что по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным готовится постановление правительства о выделении Якутии дополнительных 85 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники из федерального бюджета. К другим темам. Тарифы на коммунальные услуги для населения Якутии изменятся с 1 июля. В среднем рост составит 2,4% или 207 рублей на семью из 3 человек, проживающую в благоустроенной квартире. При этом на газ, центральное отопление, тепловую энергию и электроотопление будут действовать единые тарифы. По данным Государственного комитета по ценовой политике Якутии, республика по-прежнему занимает 2-е место по Приморскому краю по самому низкому размеру платы за жилищно-коммунальные услуги. Также будут действовать льготные тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение, которые существенно ниже экономически обоснованных реальных тарифов. Помимо межтарифной разницы для населения, которые получают организации коммунального комплекса, то есть получают все населения, да, помимо этого есть еще адресная субсидия для граждан, для которых заплатить квартплату по льготным тарифам тоже составляет затруднения. При этом применяются так называемые стандарты. Основная масса субъектов Российской Федерации применяет стандарты 22% от доходов. Вот максимальный стандарт, да, должен быть. Мы этот стандарт снизили в свое время до 15%. Минстрой предложил установить 1 октября в качестве предельного срока готовности строительных объектов без эскроу. Это следует из поправок ведомства к постановлению правительства. Ранее также предложили установить для застройщиков крайний срок подачи заключений о соответствии критериям неприменения счетов эскроу. Планируется, что с 1 июля до 1 октября они смогут продолжить строительство, но без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность проектов до 30%. При этом продажи дольщикам квартир в домах с недостаточной строительной готовностью с июля 2019 будут остановлены. Какие средства предусмотрены для арктических районов в бюджете на 2020 год и какие проблемы существуют при ведении традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера? Эти и другие вопросы сегодня обсудили на 2-м заседании Ассамблеи депутатов представителей КМНС Республики. Комиссия будет учитывать мнение муниципальных представительных органов, муниципальных образований. Поэтому вот с кондачка, как говорится, столько у вас людей, вот столько школ должно быть. Вот этих требований, которые были нарисованы прежним постановлением, да, этого не будет. Сегодня
Мы ждем такие решения, которые не ухудшили бы положение на местах. Крупнейшее предприятие «Якутская птицефабрика» в этом году празднует свой 50-летний юбилей. Это станет точкой отсчета для новых проектов. К примеру, в августе планируют открыть новый цех, где будет стоять голландская техника, благодаря чему увеличится поголовье птицы. Сегодня «Якутская птицефабрика» является основным поставщиком куриных яиц во все районы республики. Предприятие выпускает 18 категорий, и в рамках юбилейных мероприятий они начали выпускать и новую под названием «Экстра». В 2018 году Якутская птицефабрика мы получили за 2018 год 62 миллиона яиц. В этом году мы планируем 60 миллионов яиц. В основном выпускаем 18 видов категорий яиц. В этом году, в 2019 году, мы получили новую категорию. Это яйца пищевые повышенного качества. Называется «Экстра». В нем много витаминов. И получается, начиная от скорлупы, заканчивая состоянием химического состава, он повышенного качества. Высокие звания в сфере сельского хозяйства получили 4 жителей Алекминска. Среди них Василий Иванов, механизатор с большим стажем работы. С ним встретилась и пообщалась наш корреспондент Елена Фаст. Через некоторое время и здесь будет расстилаться обработанная пашня. Последние гектары осваивают в Амгино-Алекминском отделении. Сейчас идет бурение под столбы для огораживания. За рулем трактора Василий Иванов, механизатор с огромным стажем работы. Пока я работаю, он все механизатором у нас работал. Безотказный. Любая работа. Он не боится этой работы. Он был у нас еще и механиком. Когда у нас не было механика, он и механиком. Он каждый. У нас механизаторы молодые. Каждый механизатор. Все Вася подсказывает. Буквально недавно ему присвоили высокое звание «Лучший механизатор». По делам делятся работники предприятия. При совхозе еще вместе работать. Это в кладовой Алекме, он с 2014 года работает, а так в 1987 он закончил школу, армия, женился и вернулся. И с тех пор вот он и работает механизатором. Совхоз Алекминский, агрофирма Алекминская, кладовая Люпа. На одном рабочем месте. Трудовая книжка у него очень тоненькая, запись одна. Василий Геннадьевич улыбается и сам не ожидал. Вроде работал и работал. В армию приехал, когда работал скотником, а потом предложили мне здесь работать. Сперва на картофельном работал, потом так и перешел. Я вот так и работаю с 96-го года. И механиком, и все на свете. Все перепробовал. Кстати, работа не из простых. В пекло на раскаленном солнце наматывать километры на тракторе нужно иметь и терпение, и любовь и к труду, и к технике. А главное – это уметь радоваться жизни, делится Василий. Радости, конечно, большие бывают. Новая техника придет, тоже хорошо, радости большие. Посевная закончится, тоже радость. Ну, главное. Работаем по такому правилу. А ведь верно. Радости-то много, главное, заметить их надо уметь. Тем временем Василий с напарником закончили запланированный объем. Впереди небольшой перерыв и вновь за баранку. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. А в Якутске прошел республиканский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог Якутии-2019». Нерюнгринский район представляла Татьяна Авдеева, учитель-дефектолог детского сада «Рябинушка». Она представила возможности использования авторских пособий для развития высших психических функций в индивидуальной и групповой работе с детьми с замедленным психическим развитием. По результатам 3 туров Татьяна Авдеева стала победителем республиканского конкурса. В эти дни она была за пределами Южной Якутии, но ее коллеги с гордостью рассказали о ней самой и ее работе. Татьяна Анатольевна работает в группе для детей с задержкой речевого развития. Она занимается
непосредственно ознакомлением с окружающим, знакомство с математическими представлениями. Ее очень любят дети, они прям с удовольствием бегут к ней на занятия. Работу она проводит также еще с маленькими детьми раннего возраста, потому что на базе нашего дошкольного учреждения работает служба раннего развития. Принимала участие в республиканском конкурсе «Учитель-дефектолог-2019», где заняла первое место. Мы рады этому очень, потому что я думаю, что она достойна именно такого звания. А Актемский лицей на период лета подготовил для детей 10-дневные языковые курсы. Это уже 4-й сезон площадки Sunny English, где ребят посредством игр обучают английскому языку. Насколько успешно, узнавала Виолетта Засимова. Языковая площадка Sunny English, что переводится как «солнечный английский», работает уже 4-й год на базе летнего образовательного учреждения Чепдигири при Актемском лицее. На протяжении 10 дней дети от 10 до 12 лет изучают английский вместе с преподавателями не только в формате занятий в классе, но и в процессе игры и в других неформальных обстановках. Мы работаем уже 4-й год, и за 4 года мы приглашаем носителей языка каждое лето. В течение этих лет гостями нашей площадки были студенты из Гаяны, это Южная Америка, из Вьетнама, Индонезии, из Америки, штата Калифорния, Северная Каролина, из Египта и Африки. В этом году программа языковой площадки состоит из 3 модулей: «Таинственный Египет», «Прекрасная Намибия» и «Великолепная Америка». Один из модулей ведет молодая девушка Виктория с южноафриканской страны Намибия. Она уже полгода как приехала в Якутию, изучает русский язык в Северо-Восточном федеральном университете. Самый первый день здесь был немного сложным для меня, потому что до этого я не работала с детьми. Они немного стеснялись, и я тоже. Чуть позже мы уже привыкли друг к другу. Это было весело. Здесь я узнала очень многое. Преподаватели сменяют друг друга каждые 3 дня. До Виктории с детьми английским занималась египтянка по имени Йомна. И 3-м иностранным гостем станет девушка Мишель из штата Калифорния, США. Они также являются студентами СВФУ. Как тебе преподаватели? Отличные преподаватели. Преподаватели мне очень нравятся. Лагерь хороший. В этом лагере я узнала очень много слов и обрела новых друзей. Очевидные плюсы изучения английского с носителем языка – это возможность обучиться современному разговорному английскому, а не его академическому варианту. Также ребенок научится хорошо понимать английский на слух, говорить без акцента. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На этом у нас пока вся информация. До встречи в следующем часе на Якутия 24.